1386 и 1394 годами Тамерлан совершил несколько походов на Кавказ. Гаюр-хан, правитель государства Семсир, осколка хазарского каганата, нынешняя Чечня. Он огнем и мечом прошел Северный Иран и Закавказье, Азербайджан, Армению, Грузию. В грузинских источниках приводится несколько сведений о действиях Тимура в Грузии, о политике исламизации страны и взятии Тбилиси, о грузино-нахском боевом содружестве и так далее. Царь Георгий VII к 1394 году сумел накануне очередного нашествия провести оборонительные мероприятия. Он собрал грузинское ополчение, к которому присоединил кавказских горцев, включая нахов, в частности, из районов, прилегающих к Дарьялу. В начале объединенное грузино-горское войско имело некоторый успех. Они даже смогли отбросить передовые отряды завоевателей. Но, в конечном счете, подход Тимура с основными силами решил исход войны. Разбитые грузины и нахи отступили на север в горные ущелья Кавказа. Учитывая стратегическую важность перевальных дорог на Северный Кавказ, в особенности, естественной крепости, Дарьяльского ущелья, Тимур решил захватить его. Однако огромная масса войск настолько смешалась в горных теснинах и ущельях, что оказалась небоеспособной. Оборонявшиеся сумели убить столь много людей в передовых рядах врагов, что, не выдержав, повернули. Войны Тимура. В начале 1395 года было принято решение о походе на Золотую Орду, и армия Тимура, возросшая за счет отрядов вассальных правителей до 300 тысяч человек, сосредоточилась у Дербента, затем прошла Прикаспийский Дагестан, сбила передовые отряды Тохтамыша на Сулаке и вошла в Чечню. Переправившись через реку Сунжа, а затем и Терек, на левый берег, полчища Тимура столкнулись с племенной армией Тохтамыша, собранной со всей Орды. Здесь были татаро-монголы, черкесы, аланы, генуэзцы и, возможно, нахи, так как в данной ситуации это была оборонительная война. Анахская область Симсим, где правил Гаюр-хан, непосредственно прилегала к театру военных действий. Тамерлан в октябре 1395 года разорил город Алмак. Эмир Тимур, покорив кумыков, обитающих между Тереком и Сулаком, прошел по земле Мичикич на город Алмак, ныне деревня в Салатавском округе, который имел 7000 домов. Он взял город после сильного сопротивления и разорил его. Правитель Симсима, Хазарии, Чечни Гаюр-хан, Кюрбек некоторых источников, так и не изъявил покорности Тимуру, несмотря на то, что огромные полчища стояли у границ страны. Судя по отрывочным данным, Симсим имел удельное деление, население одной из областей было, по-видимому, исламизировано. Так, сына Гаюр-хана звали Мухаммед, и он имел в своем управлении Иль, область, и подданных. Тимур вошел на Чеченскую равнину, скорее всего, в районе современного Грозного, где и переправился через Сунжу. Судя по сведениям персидских летописцев Шами и Изде, основное сражение Тимура с ополчением Симсима состоялось на плоскости. По прибытии Тимура в Чечню сын Гаюр-хана Мухаммед перешел со своим Илем на сторону завоевателя и, удостоившись чести целования ковра, вступил в число слуг двора. В связи с действиями Тимура на Сунже возникает вопрос о городе Магас, Алхан-Кала. Есть основания полагать, что в XIV веке он возродился, а в 1396 году был взят среднеазиатским завоевателем, который даже долго стоял здесь лагерем. Недаром же, даже в XVI веке, русские источники называют Алхан-Клинское, Куларинское, городище город Тимир-Аксака. После случившегося поражения равнинное население укрылось в горах, однако сопротивление нахов только начиналось. Видимо, было совершено и несколько дерзких вылазок, после чего Тимур лично отправился против них в горы. Придворные историографы сообщают, что здесь было много неприступных мест, башен и крепостей, которые завоеватели захватывали и разрушали, сбрасывая при этом плененных жителей в пропасти. Хизрев считает, что действия Тимура в горах затронули горные селения современных Назрановского, Сунженского,
Ачха и Мартановского и Шатойского районов Чечни и Ингушетии. Другие исследователи полагают, что Тимур вошел в горы через Аргунское ущелье, а затем двинулся с запада на восток, пока не дошел до Андийского хребта. Накал боев в горной Чечне был столь велик, что отряды Тимура в пылу боев забирались в такие места, что ни конному, ни пешему нельзя было затем спуститься, а следовало оттолкнуться и скользить вниз. Придворные хронисты вынуждены были отметить, что и сам Тимур подвергался этим ужасам и опасностям в горах Симсима. Уничтожая все церкви и капища их, завоеватель достиг Аксая, спустился на плоскость, между Сулаком и Тереком, где напал на Илиулус этой равнины. Это могли быть районы, населенные нахами аухавцами и кумыками. Здесь, согласно преданиям, аухавцы выдержали ряд битв с отрядами Тимура, а затем смогли даже оказать помощь дагестанским собратьям, подвергшимся нашествию, в частности, лакцам. Тимур, сделав набег на предгорье горы Аухар, затем пошел на восток, громя дагестанские селения. Где-то на правобережье Сулаку войска эмира взяли штурмом город Алмак, имевший 7-8 тысяч домов. Отдельные отряды рассыпались по окрестным горам и ущельям. Производительные силы края были основательно разрушены нашествием Тимура. Его воинство вырубало леса, уничтожало сады, растаптывало поле, разрушало города, села, башни, храмы и капища. Захваченное в плен население, как то было и в период татаро-монгольского нашествия, частью уничтожалось, частью угонялось в рабство, скот и материальные ценности присваивались. Поход Тимура на Чечню был настолько чудовищным по своим последствиям, что память о нем надолго запечатлелась в устном творчестве народа. Многочисленные легенды и предания об Аксак-Тимуре, топонимика и ономастика, связанные с событиями того времени, прочно запечатлели нашествие властелинов Вселенной. Зимой 1395-1396 ставка эмира перемещается в низовье Кумы. Войска Тимура вновь ринулись в степи, сожгли золотоордынские города на Волге, Сарайберки и Хаджа-Тархан, разграбили Северный Прикаспий, а весной 1396 году продолжили завоевание Горного Дагестана, воздвигая из убитых холмы. В том же 1396 армия Тимура ушла через Дербент на дальнейшие завоевания Закавказья, Сирии и Малой Азии. Всего было совершено 7 разорительных походов войск Тимура на Кавказ и Грузию. И только в 1404 году грузинский царь Георгий VII признал власть Тимура. В 1405 году во время подготовки похода на Китай Тимур умер, а его империя вскоре распалась. Согласно древнегрузинской поэме Алгузиане, Гаюрхан пережил нашествие Тимура и погиб несколько позже, в междоусобной войне с грузинскими или осетинскими феодалами. В этом произведении он назван чеченским царем.